Лайфхак. Как правильно покупать в интернете номер 2. Вы не забыли, что в интернете велик риск быть обманутым? Могут прислать бракованный товар или вообще исчезнуть с вашими заплаченными деньгами. Главное иметь определенные знания. Итак, мы продолжаем. Наши советы по приобретению товара в интернете. Первое. Обратите внимание на характеристики товара. Вы долго искали нужный вам товар по низкой цене. И вот, наконец, удача вам улыбнулась. Однако, слишком большая скидка должна вас насторожить. Чаще всего так продают подделки под известный бренд. Чтобы этого избежать, пройдите на сайт официального производителя и сравните характеристики с теми, что на вашем сайте. Кроме того, попросите продавца выслать вам сертификат соответствия. Если ответа не последует, лучше отказаться от покупки. Второе. Проверьте дату создания интернет-магазина. Если вы собираетесь сделать первую покупку в новом для вас магазине, узнайте информацию о его сайте. Используйте специальные сервисы, которые показывают дату создания магазина. Не стоит доверять сайтам, созданным несколько недель назад. Чаще всего за ними стоят мошенники, собирающие личные данные людей или продающие несуществующий товар. Кстати, обратите внимание и на адрес магазина. Если указана только электронная почта, ищите другого продавца. Третье. Обратите внимание на условия акций. Многие интернет-магазины периодически проводят акции. Например, предлагают бесплатную доставку или другие бонусы. Однако все бывает не так просто. Бесплатная доставка может действовать только на первый заказ или при покупке на определенную сумму. Подобные акции вынуждают нас покупать больше. Желая сэкономить пару сотен рублей на доставке, мы можем стать обладателями совершенно ненужных вещей. Четвертое. Прочитайте правила использования личных данных. На это мало кто обращает внимание, однако осторожность при вводе ваших личных данных, адреса, телефона, электронной почты может сэкономить вам не только деньги, но и нервы. Поэтому, прежде чем поставить галочку под соглашением об использовании информации, обратите внимание на пункт «Разрешить передачу личных данных третьим лицам». Если он присутствует в документе, с таким магазином лучше не проводить никаких сделок. Помните, что сведениями о вашей карте или электронной почте могут завладеть мошенники, а самое безобидное из того, на что они способны, это заспамить почтовый ящик. Пятое. Экономьте на доставке. Стоимость почтового отправления из-за рубежа в Таджикистан может составлять несколько десятков долларов, что практически сведет на нет всю выгоду от покупки. Поэтому стоит обратить внимание на сайты, предлагающие низкие цены на доставку. Фактически вам предоставляют адрес в другой стране, а оттуда высылают вам за гораздо меньшую стоимость. Как это работает? Такие компании собирают большое количество заказов на отправку в одну страну и тем самым экономят на пересылке. Шестое. Возвращайте деньги с покупок. Все знают о сервисах кэшбэка, но мало кто слышал о существовании так называемых ребейт-сайтов. Работают они так. Вы заходите на сайт интернет-магазина не напрямую, а через посредника, в качестве которого и выступают ребейт-сайты. За это вы получаете возврат части потраченной суммы. Как правило, это от 1 до 3%. Однако в некоторых случаях вам могут вернуть до 20% от стоимости товара. Седьмое. Покупайте в правильное время. Некоторые интернет-магазины и аукционы могут менять стоимость одного и того же товара несколько раз в течение одного дня. Сайт отслеживает время наибольшей активности пользователей и в эти часы повышает стоимость товаров. Попробуйте последить за нужной вам вещью в течение хотя бы одного дня. Это позволит вам приобрести ее хоть не намного, но все-таки дешевле. Восьмое. Очистите историю браузера. После просмотра товара в интернет-магазине обязательно почистите историю вашего браузера. Если вы забудете это сделать, то, возможно, при следующем посещении сайта
понравившийся вам товар может стоить дороже, только потому, что вы проявили к нему интерес.